Так, у нас начинается матч 8-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Трансляция из Якутска. Так, 9-й тур у нас. Позиции команд, позиции судей. Вот состав команд перед вами. И состав гостей обязательно. Обязательно я, конечно же, повторю состав команд. И также у нас есть актуальная таблица. Так, таблица у нас, вот сами видите, СКА Хабаровск идет на 2-м месте. Без поражений команда выступает. 19 голов забито, 5 пропущено. И вот 18 очков, на 2 очка отстают от команды вот Комсомольска на Амуре. Якутяне, вот, к сожалению, находятся вот на 10-м месте из 10 команд. 0 очков пока что. Но ничего, все главные матчи впереди. Еще поборемся. Так, давайте состав команд. Номер 16 на воротах у якутян. Костылев Максим. Номер 29 Бакшеев Павел. Номер 27 Гавшин Максим. Номер 44 Ямашев Артем. Номер 39 Зорин Алексей. Номер 40 Кондратьев Тимур. Номер 36 Пестряков Харысхан. Мой дебют у него. В домашних встречах точно. Номер 88 Пухов Павел. Номер 25 Сазонов Виталий. Номер 99 Максим Серов. И номер 77 Шейн Леонид. Это вот у нас хозяева поля. Они в белом. В белой форме справа от вас. А гости у нас в синей форме. Сине-красной. Они слева от вас, вот на экранах. Судит сегодняшнюю встречу Константинов Богдан из города Владивосток. Помогают ему Афанасьев Эдуард из города Якутска и Корнилов Евгений из города Хабаровска. Видимо, судьи приехали вместе с командой гостей. Гости начинают в центре поля. И вот перепасовка между защитниками. Растягивают они команду якутян вперед. Да, хотят, чтобы раскрылись. Пухов, вот Павел впереди. Головой выбили. Нужно пас отдать. Борется вот 39 номер. У нас Алексей Зорин. Ну-ка, атака. СКА Хабаровска. Пас назад. И вот пока защитники. Впереди 23 номер. Активно бегает. Это Владимир Устинов в нападении. В центре нападения. Но вот активно гости атакуют. 4 человека в нападении. Да, вот 5-й номер ближе к нам. Это вот Сергей Жилин. Вот, крайний нападающий, видимо. Ну-ка, прессинг от якутян. Нет, довольно уверенно. Защитники мяч перекатывают. Да, хорошая тренерская работа Богдана Александровича Леденева. Главный тренер СКА. Ну-ка, идет в атаку 10-й номер Дмитрий Гришанов. По-моему, один из лучших бомбардиров чемпионата. 10-й номер обыграл, ну-ка. И прострел не получился точным. Удар от ворот будет. Максим Костылев будет вводить мяч в игру.
Сегодня у нас четверг, будний день. И время вот всего лишь 2 часа дня, поэтому зрителей пока что немного. Обычно у нас вот на выходных, да, зрителей больше становится, конечно же. Ну, посмотрим, да. Второй матч между уже старшими командами будет начинаться в 17 часов по местному времени, уже под конец рабочего дня. Так что, да, зрителей может быть побольше. Пока что человек 30, наверное, я наблюдаю. Возможно, 40. Ну, конечно же, да, приезд лидеров всегда у нас праздник футбола. Только в встречах с сильными командами становишься сильнее сам. Ну-ка, отлично, вот перекатывает третий номер, дает пас на фланг, сам забегает. И отсюда, нет, идет подача, но заблокирована. У нас в Якутске отгремели вот буквально на днях 8-е спортивные детские игры «Дети Азии». И там как раз таки мини-футбол я вот наблюдал, допустим, там якутяне, да, заняли в групповом этапе 2-е место. И вот в финале играли из-за этого с командой Сибирского, по-моему. А нет, или Уральского. Да, Уральского федерального округа. И там в драматичной встрече 3-2 уступили. Да, якутяне серебряные медали завоевали. Также там принимали участие Узбекистан, Палестина. Вот. Дальний Восток тоже там был представлен. Вот там Сахалин или Камчатка. Ну-ка, защита отбивается. Павел борется. Да, Павел сам вот 2010 года рождения, а вот все соперники 2009 года рождения. А сложно ему. Вот в возрасте, да, 14 лет. Да, 1 год разницы, конечно. Там большая разница. В общем итоге там якутяне заняли в этих детских играх 4-е место. А 1-е место, по-моему, заняла команда Узбекистана. А тех, кто вот не видел, обязательно посмотрите. Казахстан также отлично там боролся. Ну-ка, идут в атаку гости. Вот 5-й номер Сергей Жилин обыгрывает. Не получилось у него обыграть. И мяч уходит в аут. Аут будет разыгрывать команда СКА. Ну-ка, скидка. 23-й номер. Нет, не получилось снова у него обыграть. И в защиту, да, мяч. Рослые ребята у Хабаровска. Да, видимо, хороший отбор проходит. Да, много желающих в Хабаровске. А в Якутии вот детский футбол только развивается, конечно же, относительно вот. Ну-ка. И вратарь забирает мяч в руки. Вот совсем у малышей, да, вот теперь очень много детских команд появилось, спортивных школ по футболу. В том числе вот Спартак, Динамо и так далее. Также есть вот республиканская спортивная школа по футболу. Занятия там, как я знаю, бесплатные. Так что да, обязательно давайте детей на футбол. Хорошо распасовывается. Артем Кулешов, 12 номер. А пока что вообще без остановок у нас идет матч. Опасных моментов особо не было. Но вот, конечно же, владение. Ушел мяч и отворот.
Так, заброс не получился. И снова владение гостей. Третий номер на 11-го. Копытко Кирилл. Оу, кульбит делает Кирилл. Выбили мяч. В прошлом году СКА Хабаровск в обоих возрастах занял первое место. С чем их, конечно же, поздравляем. И в этом году тоже они нацелены, конечно же, только на победу. Хорошо обыгрывает на фланге, ну-ка. Но, по-моему, ушел мяч. Да, ушел. И от ворот. Через вот мелкий пас хотят выйти от защиты. Пока вот сильно не получается. Да, и владение, да, у нас, если статистика показывала, 90/10, наверное, у гостей. Полностью захватили они инициативу. Ну-ка, заброс на левый фланг. Там 11 номер, Копытко Кирилл. Пас проникающий на третьего номера. Отсюда прострел. Нет, отбивается якутяне. И пас назад, да. Совсем не дают мяч якутянам. Боровчане. Центр передачи неточная, но нет. Успевает 22 номер, 23. У нас Владимир Устинов. Да, якутяне большими силами обороняются. Против одного из лидеров, конечно же. Нельзя оставлять свободные зоны. Да, четко видно вот линию защитников. 4 человека вот ровно в линии стоят. И мяч в руках Максима Костылева. Вынос не получился. Снова мяч у Хабаровчан. 11 номер с мячом. Пас назад. Центр. Ну-ка, скидка в центр. И нет, не смогли отобрать якутяне. На фланг, на правый фланг. Сергей Жилин. Отобрали у него мяч. Но он сам сразу же активно поборолся. Ну-ка, на фланге. И через ветра, конечно же. Александр Свирин, да. Вот. Практически в первый раз это касается мяча. Пас назад. И сразу пошли бороться. Двоих-троих проходит. Ну-ка, отсюда удар. Но мимо. Да, отличный проход, славный. Да, никто не смог его остановить. Но вот с ударом, да, единственное. Видимо, немножко, может, сил не хватило. Но проход был хорош. Это у нас 10 номер. Дмитрий Грищанов.
Дмитрий Гришанов у нас лучший бомбардир турнира. У него 9 голов в 8 матчах. Да, молодец парень. Девять голов это у нас, да, половина мячей. Своей команды он забил. 19 мячей общей у команды. Из них 9. Это вот Дмитрия Гришанова. Да, так что запомним его. Номер 10. Вот он. Как раз 3 как раз до этого ввел. Ну-ка, контратака. Якутян. Но нет, сразу же отбегают. Даже паузы никакой не получается у нас, чтобы ставить небольшую рекламу. Ух ты, хороший пас, но там, видимо, офсайд был бы. Потому что 23 номер даже вот не дернулся. Пас вперед. Но не точно. Хорошо, проходит одного. Пас назад. Отсюда прострел в центр. И вот он, 10 номер. Зарабатывает угловой. Угловой удар у нас. Будет подавать 23-й. Устинов Владимир. Быстрый розыгрыш, подача верхом, но нет. Всех прилетел этот мяч. Пас вперед. Не точно, по-моему, да. Да, мяч покинул пределы поля. Хорошо отобрали мяч. Но нет, сразу же. Обратный отбор. Перевод на левый фланг. Красиво. Сюда можно подать в центр. Идет он сам. Да, можно даже попытаться заработать пенальти. Пойти в обыгрыш. Хороший навес. Ну-ка. Но нет. Пас. И ну-ка. Оу. Не получилось убежать. Там у кого-то щиток, по-моему, выпал. Да, даже оба щитка. Я вот отсюда на поле вижу. Ну-ка, отличный пас. Ну-ка, 10 номер. Удар. Гол! Офсайда нету. И счет у нас 1-0. Открывает команда СКА Хабаровск. И, конечно же, это Гришанов Дмитрий. Ноль на вот 17-й минуте. Хорошая атака. Между линиями открылся. Как раз от офсайда убежал. И спокойно, хладнокровно мяч отправил на вот, слева от вратаря в угол. Да, вот в стиле Манчестер Сити, я бы сказал, играет.
команды СКА Хабаровск. Владение и резкая атака. Вот отличный пас между линиями, да, вот как раз между двух игроков. И вот уже вот буквально через 1-2 паса уже опасный момент. Да, заставляют тут команду соперника выходить на мяч, открываться. И сразу же используют это пространство для своей атаки. Вот он, 10-й номер. Да, ждем Дмитрия Гришанова в топ-клубах России и всего мира. А с таким голевым чутьем парень далеко пойдет. Уже 10-й мяч в 9-й встрече забил он. Больше, чем гол за игру. Я вот каждый раз вспоминаю, вот, года 2 назад, по-моему, к нам приезжал из Читы. Вот, бомбардир тоже, Илья Сыроватский. Тоже у него было вот, чуть ли не там 1,5 гола за игру. Очень забивной форвард. Вот он, Гришанов. И удар издали. А в этот раз мимо. Да, Илья Сыроватский все еще выступает в ЮФЛ. Но Чита вот перешла в зону Урал, по-моему, да? Зону центр, в общем, куда-то туда. Зона Сибирь, да, Сибирь. И там тоже он один из лучших бомбардиров. Да, судья все видит. Аут. И в следующем матче тоже у нас СКА Хабаровск там тоже впереди всех. И там очень забивные ребята. В том числе вот Кирилл Магдасов и остальные. Обязательно покажу. Оставайтесь с нами. Вот матч начнется вот 17 часов по местному времени. В Якутске сегодня пост идеальная погода. Тепло. Но вот облачка есть. И вот поэтому не жарко. Небольшой ветерок. Отличная перепасовка. Максим Серов. Пас в центр не точно. Тем, кто вот немножко опоздал на трансляцию, мяч был забит на вот 16:30 где-то там. Ну-ка, удар издали, вратарь спасает. Максим Костылев на месте, да. Сделали проверку вратаря. 3-й номер бил. И пошел снова подавать. Устинов Владимир, 23-й номер. Снова быстрый розыгрыш. Отсюда шла подача. Защитник на месте. И 44-й номер выбивает мяч. Артем Ямашев. Опасная перепасовка. Но вот прессинга у якутян не было. Поэтому спокойно принимает мяч. Не отдает обратно. Номер 20-й. Артем Стацура. С Данилом Глотовым, вот 4-м номером. Падает, и это фол. 26-й номер заработал фол. Пас назад.
Можно играть. 23 номер с мячом. А теперь 22-й. Пас от Дмитрия Гришанова. Центр не точно. Пас центр на Пухова. Но нет, мяч не доходит до него. Да, дайте Пухову мяч и пространство, и он покажет, что он умеет. Но вот мяч до него практически не доходит весь матч. Хороший пас на левый фланг. Сюда можно самому пройти. Нет, выбивает мяч защитник. Заброс вперед. Но тут просто раздавили. Пухова, да, 20 номер. Гораздо на голову, 2 головы, наверное, выше его. И, видимо, килограмм на 10 больше. Да, легко справился с нашим нападающим. Центр пас. И аут. Дмитрий Гришанов. Пас налево. Можно подавать. 3-й номер. Хороший у него удар был. Да, он под перекладину и заработал угловой. Ну-ка, подача в центр. И вратарь забирает мяч в руки. Отлично отбивается СКА Хабаровск. Начинает свою атаку. Напомню, вот младший возраст играет по 40 минут 2 тайма, а старшие по 45. Так что уже вот 15 минут всего осталось у нас играть. Да, вряд ли судья много добавит. Остановок практически не было, вот только вот один забитый гол. Ух ты, красиво 5-й номер обыграл, но там защитник тут как тут. А судья там что-то сказал игрокам, и матч продолжается. Еще один вынос. Ну-ка, неправильно был от мяча. Или фол. Да, неправильно был от мяча все-таки. И даже, да, прием не удается сделать. Муркам Якутии сразу накрывает, сразу отбирает мяч. Да, Александр Свигин, вратарь команды гостей, совсем без дела. Даже он заскучал, и вот на поле на позиции либера играет, крайне защитником. Ну-ка, 77-й номер, Шейн, идет вперед. Леонид Шейн, капитан команды, но сразу отбирает мяч. Здесь обыгрывает защитника, идет вперед, входит в штрафную площадь. Пас назад. Отбирает мяч. И вынос совсем никуда. Никого там не было. Нам нужно было как-то, не знаю, через защитников попробовать. Зону поискать. Фол. И даже, да, карточка. Желтая карточка
36 номер, Быстров Расхат. Пострадал. Желтая карточка выдана. Сейчас диктор скажет, конечно же. Выдана нападающему вот игроку СКА Хабаровск. Отлично успевает пас создать. Там был фол. Но нет. Аут. Шейн идет вперед вместе с Пуховым. Теперь Пухов прессингует. Но нет, пас обратно, скорее всего, последует. У нас уже 75 зрителей, да. Скорее всего, да, большинство из Хабаровска. Вот, к сожалению, комментарии отключены на канале. Вот он, Дмитрий. Гришанов Дмитрий идет вперед. Успевает отдать пас. Удар не получается. Ну-ка, вторая волна атаки. Нет, тоже не успевает. Шейн. Да, пошел в отбор, но нет. Снова накрывают. И подача. Высоковато. Пас назад. Передача на фланг. Перехвачена. И пошли якутяне вперед. Максим Гавшин. 27 номер. Первые полчаса матча позади. Отбегает мяч. Пятый номер, совсем один. Пас назад. Сергей Жилин. Идет в центр. Но отбирает мяч у него. Чисто. Ай, не получилось дальше. Артема Немашева. Ну-ка, удар отсюда, 23 номера. Вратарь на месте. Владимир Устинов. Носил удар, но вот Максим Костылев на месте. Закидушка вперед. Пас на фланг, ну-ка. Не успевает отобрать мяч. Пас в центр, ну-ка, 22 номер. Мяч направо. Но защитник успевает. И 23 номер. Бежит вперед. Пошла подача. Успевает остановить удар Дмитрия Гришанова. И якутяне выбивает мяч. Как будто бы трансляция, да, вот я включил. Немножко подтормаживает. Но у нас все нормально, видимо. Это вот что-то с интернетом. Ну-ка, пас вперед. Не было ли там офсайда?
Офсайда нет, можно играть. Но слишком долго, да, 44 номер. Падает игрок. Но нет, защитник немножко замешкался. Так, проверку звука я еще не делал. Идет вперед. Ну как, Гришанов. Бьет издали. Вратарь на месте. Хороший сейф. Да, звук тоже все в порядке. Проверили звук. И пас на фланг. И выбили мяч в аут. У нас еще 7 минут играть в первом тайме. Ну-ка, наконец-то вступает в игру. Свирин Александр, вратарь гостей. Теперь уже Максим Костылев с мячом. Да, через вот Максима Серова, 99 номер у них. Связка, видимо. Да, вот через него разыгрывает. И у нас замена. Богдан Ахметчин, 66 номер, вступает в игру вместо Павла Пухова, номера 88. Да, Богдан будет повыше, еще поздоровее. Полегче будет ему бороться за мячи. Игрок какой быстрый, да, на фланге. 5 номер. А нет, 11 номер. И аут. Пас назад. Заброс вперед. Ну-ка, 5 номер. Но нет, защитники на месте. Заброс вперед, но там 5 номер даже не стал бежать, рывок делать. Отворот у нас будет. Ну-ка, Богдан. Богдан, ну-ка, идет вперед. Шанс. Пас отдает. Шейн. Шейн, еще один пас. 27 номер. Можно назад отдать, да. Там двое подбегают уже. Назад, ну-ка. Здесь побыстрее, да. Идет сам вперед. Но нет, лучше бы, да, пас отдал. И контратака уже. Свободная зона. И успевает выбить мяч. А там Богдан держится за ногу.
Не представил я судей. Да, вот Константинов Богдан. И помогает ему Афанасьев Эдуард и Корнилов Евгений. Оказали помощь. Да, ну и желтая карточка 4-го номеру. Вот в момент, когда вот Богдан упал. Да, вот я пересмотрел на 36-й минуте и 40 секунде вот пошла атака. Оу, и там, да, 4-й номер заехал по ноге и получает желтую карточку. Это у нас Даниил Глотов. У нас уже, да, последняя минута. Быстро встает. 99-й. Идет вперед, но нет, не успевает отдать пас. Накрыли его. Ох ты, сам идет вперед. Максим Серов. Идет, но слишком, да, далеко мяч упускает. И вратарь забирает мяч в руки. Да, Максим Серов в концовке тайма. И первый тайм у нас окончен. 1-0 у нас ведут гости. И у нас перерывчик. Да, оставайтесь с нами, подключайтесь минут через 10.
У кого-то щиток, по-моему, выпал. Да, даже оба щитка. Я вот отсюда на поле вижу. Ну-ка, отличный пас. Ну-ка, 10-й номер. Удар, гол!
Так, ребята заряжены на второй тайм. И мы готовы начинать. С Богданом все в порядке. Ушел на замену. Сразу два момента. Якутян появилось. И время пошло у нас. Якутяне в белом. Слева от вас. И гости у нас красный низ, синий верх. Доска Хабаровск. В гости приехал. Лидеры. Вот после этого матча точно лидеры. ЮФЛ Дальнего Востока. Идут они без поражений. В 8 матчах 5 побед и 3 ничьи было. И вот пока что у них они лидируют. Ну-ка, бежит. Догоняет, пас отдает, но чуть-чуть не успевает Шейн. Да, вот так забирает мяч в руки. Да, немножко сильный пас. Да, болельщиков у нас добавилось. Это у нас, по-моему, да, подошли старшие ребята. Да, старшие ребята гостей пока. Я их вот на стадионе не вижу. Костылев через пас. А не стал выбивать. Красиво, ну-ка. И в касание, да, хотели на фланг отправить. Вот он, Гришанов. Пас отдает на фланг. Успевает догнать. И угловой удар. Угловой удар у нас будет. Снова Устинов Владимир, 23 номер, идет подавать. Пошла подача. И еще один угловой. Не может разобраться, каким мячом подавать. Пошел подавать уже третий номер. У нас Даниил Левадный. Да, через розыгрыш. Прессингует его. 44 номер. И отбирает мяч. Уходит мяч за линию. И от ворот. Ворот у нас будет. Да, быстрый вот мяча. Через защитника. Через фланг. Да, как я заметил, всегда через левый фланг выносит мяч. Снова неправильный вход мяча. Надо поработать над этим. Над тренером. Игрокам команд СКА Хабаровск. Уже второй раз не теряет мяч при вводе мяча с аута. А как нас учили, это мяч нужно вот полностью. И снова. Да, неправильный ввод мяча. Нужно мяч как бы руками держать за головой. Потом одним движением вперед отправить. Они как-то держат над головой. Вот как-то вот так вводит Шейн. Идет вперед. Идет отбирать. И фол. Фол в атаке от Шейна Леонида, капитана команды якутян. Старших ребят посмотрим, может быть, вернулись в строй ребята, которые участвовали вот на Детихазе. Оу, фол, конечно же, на Шейне. Раздавили его. Держится за спину. Можем вводить. Пас в центр. Офсайда здесь нет, это вот защитник. Взял мяч. Ушел мяч. Да, сразу прессингует. И удается прессинг.
Богдан. Ахмедчин Богдан. Нет, не успевает. Падает 11 номер. И фол. Да, против лидеров, конечно же, настрой всегда особенный. Вот Якутяне это демонстрирует, не тушуется. Вот он, перехват, ну-ка. Удар издали. Вратарь забирает мяч в руки. А если бы сильно закрученно, да, в дальнюю девятку летел бы, все могло бы быть иначе. Вот удар немножко не получился, прямо во вратаря. Ну-ка, третий номер. Пуляет мяч на фланг. Центр, но нет, не успевает крутить мяч. И у нас снова стандарт. Ну-ка. Да, вот сейчас вот правильно, да, ввели мяч. Могли сами наблюдать. Да, нас тоже в свое время судьи так мучили, когда мы играли в футбол, вот большой футбол. Мы не могли понять, как же так нужно вводить мяч, чтобы было по правилам. Да, возможно, слышно вам тоже шум вертолета. Над нами где-то что-то летает. Пас, ну-ка. Нет, защитник успевает. Ну-ка, четвертый номер. По центру, к третьему. Да, издали. Ух ты! В девятку залетает мяч. Это третий номер. Левадный Данил наносит удар. Красивый удар. Да, хороший был удар. 0-2 у нас становится счет. Обязательно, конечно, сделаем повтор. Да, заряжает там вратарь команды гостей. Хочет хлеба и зрелищ, как говорится. Центр пас. Ну-ка, 25 номер на фланг. А после вот первых где-то 20 минут, да, когда вот СКА полностью владел преимуществом, игра вот более-менее открыто пошла. Пас. Не точно, можно дать. Да, Ахмедчину. Ой, мяч, да, пересекает все-таки линию поля. В аут ушел мяч. И у нас замена. Пятый номер покидает поле у гостей. Это у нас Сергей Жилин. И 17 номер входит в игру. Это Овсянников Артем. Да, Артем шел вот на правый фланг, дальний от нас. Ну-ка, 25 номер. Скидка вперед. Богдану. Ахмедшин. Скидка в центр. Но не успевает там. Партнер. И в аут.
Скидка в центр. И бежит 39 номер. Фол. Здесь фол был. И ну-ка давайте повторим первый гол сначала. Там у кого-то щиток, по-моему, выпал. Да, даже оба щитка. Я вот отсюда на поле вижу. Ну-ка, отличный пас. Ну-ка, 10 номер. Удар, гол! Да, это у нас первый гол был. И сейчас будет перерывчик. Второй гол, конечно же, тоже покажем. Фол. Шейн. Лежит на поле. Штрафной удар. Ну-ка, пошла подача. Отбивается. Ну-ка, 27 номер. Прессингует, прессингует. Отбирает мяч. Хорошо, 27 номер. Но нет, успевает. Надо бежать. Да, Гришанов бежит вперед. Ищет кому отдать. Сам может идти вперед. Дает все-таки пас назад. И Шейн, да, идет в отбор. Номер. У нас аут. Назад пас. Ну-ка. Идет сам вперед, между троих прошел. Удар дальний, но выше ворот. И в это время давайте посмотрим номер. Гол. По центру к третьему. Удар издали. Ух ты! Вот девятку залетает. Номер. По центру к третьему. Удар издали. Левой, да. Ух ты! Девятку. На, красивый гол. Чего не скажешь. Назад пас. Пас на фланг, 11 номеру. И выбивает мяч. Аут. У нас двойная замена у гостей. Два игрока 6 и 7 готовы войти в игру. Это у нас Ярослав Диченко, номер 6, и Емельянов Даниил, номер 7. И заменяют они 12 номера. Артем Кулешов. И 23-го. Устинов Владимир тоже покидает поле.
Заброс вперед. Солнышко вот, да, вот выглядывает из-за туч. Становится гораздо теплее. Ну-ка, четвертый номер идет вперед. Центр. Дмитрий Гришанов сам идет вперед. Падает Гришанов. Но нет, судья все видел, был рядом. И пенальти не поставил. Хороший прием Гришанова. Ахметшин, отлично сыгрались, но защитник выбивает мяч. Ну-ка, Богдан, можно бить. Бьет удар! Оу, рядом со штангой. Отличный момент имел Ахметшин Богдан. Чтобы минимизировать разницу в счете. Но нет, немножко не повезло ему. Удар был очень сильный, но вот немножко неточный. Ну-ка, с фланга, центр. Пас назад. И выбивает мяч. Там вратарь вышел из ворот. Вносит мяч в центр. Удар Скорпиона не удался. 25 номера. Но попытка была засчитана. Виталий Сазонов. Хороший отбор. И ушел мяч. Да, покинул пределы поля. Закидушка в центр. Может забегать. Но нет, вышел из ворот Александр Свирин. Отличный пас, 11 номер. Но нет, успевает защитник. Ну-ка, 22 номер. Подача нет. Третьего. Шире. Да, солнце уже во всю силу зарядило. 12,5 второго тайма осталось. Уже какой третий, четвертый раз, да, у них не получается у них ввести мяч в игру с аута. Можно вводить мяч.
Падает 25 номер. Ну-ка, третий номер. Пас назад. Ну-ка, отличный момент. И гол! 17 номер забивает. Офсайда нет. И у нас счет 3-0. Вышедший на замену Овсянников Артем. Делает счет крупным. Номер 17. А с острого угла было нелегко забить. Но он справился. Ну-ка, момент за моментом. Можно в центр отдавать. Но нет, не увидела. Решил один в один обыграть. Четвертый номер сам идет вперед. Отбегает. Богдан Ахметшин. Может пас отдать, да, направо. 27 номер поддерживает. Обратный пас, но он уже убежал вперед. Да, не вовремя. Отличный заброс. Может идти вперед, но нет, мяч покидает пределы поля. Ну-ка, Дмитрий Гришанов. Пас направо. Отсюда может пойти навес. Вот он навес. И защитник чуть не срезал, да. Но вратарь все видел. На гости подтверждают свое лидерство в чемпионате. Не зря они находятся вот на первой-второй строчке. А у якутян, да, нужно еще наладить всю еще игру, чтобы заработать первые очки. Уже вот 8-9 тур идет. У якутян еще нет очков. Да, так-то моменты есть, да, вот реализация. И в первом, и в втором тайме моменты были. У СКА вот все в порядке с реализацией. Все свои моменты они забивают. Отличный пас. Вот 11 номер идет вперед. Защитник успевает. И мяч, да, слишком далеко уходит. Ушел все-таки мяч. Подкинул пределы поля. И желтую карточку, по-моему, да, готовится показать 11 номеру. Красная карточка 11 номеру. Да, видимо, что-то он судье показывал. Копытко Кирилл, да, покидает поле. Да, там тренер негодует. А Богдан Александрович Леденев.
На ровном месте вот. 11 номер Кирилл Копытко заработал эту красную. А сначала, ой, 3 номер фалит. Да, что-то совсем. Игра разладилась у СКА Хабаровска. Вроде бы фолов до этого совершенно не было. Игра не была грубой. И тут и фол пошел, и красная карточка вошла. Ну-ка, Богдан, на Шейна. Шейн, можно бегнуть. Ну-ка, пас назад. Да, напрашивался, но нет. Шейн сам с мячом. И аут зарабатывает. И у нас тройная замена. 16 номер покидает поле. Это вот Свигин Александр. Входит в игру Зеляк Стефан, номер 1. Также вот 19 номер вошел в игру и 18 будет входить в игру. Это у нас Максим Бурма и Гаврилюк Илья. Да, могу вам показать составы. И вот так получается, по-моему, все игроки вошли в игру. И в это время Шейн Леонид готовится вести мяч в игру. Ну-ка, 39 номер, центр. И уже Гришанов Дмитрий идет вперед, на всех парах несется по флангу. Может в центре отдавать, да, спокойно, никого нету там. Но Гришанов сам решил продемонстрировать, что он умеет. А игра в пас, конечно же, залог успеха любой команды. Обыграл. Красиво. И по флангу можно пустить. Оу, там толчок в спину. И замена уже у хозяев поля. Федоров Максим входит в игру. И заменяет 27 номера. Максим Гавшин покидает поле. И у нас аут. Пас назад. Идет вперед. Сам идет вперед. Хорошо. Троих прошел. Можно прострел давать. А я не увидел он 38 номера. И пас неточный. Зад пас. И через защитников, да. И в аут выбили мяч. На прессинг у СКА хорош. Задавили. Не получилось у 38-го также пойти. И да, СКА будет. В меньшинстве они играют. Счет позволяет, поэтому вот да, можно и 10 минут вот сзади мяч покатать. Никто их сильно осуждать не будет. Так, легонько. Но СКА не отсиживается. Идет вперед. Аут. По центр. Ну-ка, последние 10 минут. Ну, хотя бы гол престижа, да, нужно организовать якутянам. Моменты есть. Особенно хороший момент был вот у Ахметчина. Да, такое необычное, казалось бы, имя Богдан. Тут целых у 3 человек. Вот у Ахметчина Богдана, нападающего якутян.
тренер команды гостей Линеев Богдан Александрович и наш судья. Судья встречи Константинов Богдан из города Владивосток. Да, судья что-то говорит вычтем на замену игроку. Что-то нужно исправить. Да, видимо, с формой что-то не то. И теперь уже, да, минус 2 человека у гостей. Один человек удален. А другой вот пошел исправлять в свою форму. Пас центр, ну-ка. Отличная скидка. Но нет, все-таки, да, маловато на поле гостей. И поэтому вот так хорошо не получилось. Можно было пас на фланг отдать. 22 номер, отличный пас налево. Ну-ка, здесь 10-й. Главный бомбардир. Удар. Вратарь спасает. Да, Гришанов Дмитрий хороший удар наносил. Мог он 11-й уже гол в этом сезоне забить. Но Костылев Максим на месте. Центр. Фланг, ну-ка, 19 номер. Центр дает. Глотов. Теперь уже на другой фланг. Потихоньку растягивает. И пошел на вес. Вратарь заберет мяч в руки. И в это время двойная замена у якутян готовится. 28 и 35. Готовы войти в игру. Это у нас Исмаилов Мансур и Лавров Ренат. Посмотрим, кого же они заменят. Стадион Туймадова этим летом, да, у нас был на реконструкции. Готовился к Детям Азии. Дети Азии вот закончились. И наконец-то вот футбол вернулся на стадион Туймада. Больше мы, наверное, уже в октябре только вернемся в спорткомплекс Дорсун. У нас скрытый комплекс еще есть. Да, и гости всегда приезжают и отмечают, да, что вот есть все-таки выбор у якутян. На открытом поле играть или в закрытом помещении. Оба поля соответствуют всем стандартам спортивных сооружений. Да, в Якутске также еще есть вот 3 бассейна. Самородок, Долгун и Чолбон. О, свело ногу у игрока. Да, нужно помочь. Двойная замена у нас. 44 номер покидает игру. И 39-й. Зорин Алексей и Ямашев Артем. И как раз успеваем мы. Угловой удар зарабатывает Гришанов Дмитрий. Очень активен Гришанов. Быстрый розыгрыш. И ну-ка, 7-й номер. Хорошо. И аут захватывает. Да, нужно идти вперед. 5 минут, последних 5 минут осталось. А теперь уже якутяне, да, неправильно вводят мяч.
через защитника. И даже через вратаря могут сыграть. Угловой удар. А все-таки вот подростковый возраст, бунтарский возраст дает о себе знать. Вот у 11 номера, да, не сдержался Кирилл Копытко. Ну-ка, пошел навес. Отлично отобрал мяч. Но нет, аут все равно. И замена у нас по одной замене. 22 номера у гостей Лазарева Матвея меняет 8 номер Журавлев Глеб. И 31 номер входит в игру вместо 29-го Бакшеева Павела. Николаев Матвей. Снова аут. Да, удивительно, но вот старшие ребята с Хабаровска. Ух ты, отличный момент. 10 номер бьет и забивает. Счет становится 4-0. Это у нас главный бомбардир всего турнира. Гришанов Дмитрий. Гришанов Дмитрий, да, хорош. Да, свои моменты всегда реализует Гришанов Дмитрий. И счет у нас 4-0. А буквально 3 минуты осталось. Посмотрим еще, сколько добавят. Да, голы все-таки были забиты в втором тайме. Ох ты, какой пас. Успеет? Нет, немножко не успел. 8 номер. Учите на замену Журавлев Глеб. Да, удаление совершенно не повлияло на игру СКА Хабаровска. Как они владели инициативой, так и владеют. И снова неточный вот мяча. Уже раз 6-й, я уже сбился со счету. Прессингует, да, большими силами гости и аут. Быстрый вот мяча. Гришанов пас, не точно. Но сразу же сам убирает мяч. Да, вот мяч у Гришанова. Целых 3 игроков, да, попытались отобрать, но все 3 не смогли преуспеть в этом. И последняя минута у нас заканчивается. И пойдет уже добавленная. Три минуты у нас добавили.
Пока есть время. Надо все-таки 1 гол отквитать. Гришанов. Головой скидка в центр. И нужно идти вперед текутянам. Ух ты, хороший финт. Финт Зидана, так называемый. Разворот вокруг Суеси с мячом. И заброс вперед. Вратарь вступает в игру. Ну-ка, Ахметчин. Офсайд там был. Зафиксирован. И через вратаря, да, доигрывает СКА Хабаровск. Ну, в любом случае, да, поздравляем СКА с победой, с крупной победой. Мяч сыграно. Гришанов. Да, совершенно не устал Дмитрий. Да, все так же несется по полю. Да, наверняка получит золотую бутсу. Станет лучшим бомбардиром. Фол. Нет, можно играть. Судья там все видел. Гришанов входит в штрафную площадь. И отворот. Да, последняя минута у нас пошла. Ну-ка, пространство есть, можно играть. Ай, направо. Ахметчин идет вперед сам. Ух ты, хороший. Да, хороший проход. Ну-ка, перекинуть вратаря. Нет, прямо во вратаря ударил Ахметчин Богдан. Не смог переиграть. Ай-яй-яй, да, можно было даже попытаться обыграть. Не знаю, даже там перекинуть. Вратарь уже вышел. Но нет, не смог Богдан реализовать свой момент. Но справедливости ради сам себе создал этот момент. И все, матч у нас окончен. Спасибо, что смотрели, были с нами. Мы пойдем уже брать после матча интервью. Поздравляем команду СКА Хабаровск. Да, оставайтесь с нами, через час 20, да, у нас начнется матч